Боксеры профсоюзного спортивного общества России завершают выяснение отношений в борьбе за путевки в финал первенства страны. Кому из хозяев турнира в ринге столичного комплекса 7-й школы Олимпийского резерва улыбнулась удача, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Из 16 боксеров Чувашии, заявленных в борьбе за места на призовом подиуме в двух возрастных группах, юноши до 17 и юниоры до 22 лет, до медальных поединков удалось дойти лишь в пятерке подопечных профильной республиканской федерации. Побеждает сильнейший, как бывает. Тут ведь соревнования, не угадаешь. Вот работают наши по своей возможности, участвуют, насколько они подготовлены, занимают те места, которые они заслуживают. Полуфинальные бои первенства ЦС профсоюзов России по боксу в двух группах юноши и юниоры пополнили медальный актив сборной хозяев только 4 бронзовыми медалями. Не густо, учитывая, что весной этого года на аналогичных соревнованиях медальный улов был богаче. 2 золотые, столько же серебряных и бронзовых наград. Но любители кожаной перчатки Чувашии до последнего надеялись на то, что золото в нашем активе все же будет. Надежда болельщиков увидеть на верхней ступени пьедестала почета хозяев турнира была связана с воспитанником Цивильской школы бокса Андреем Рахчеевым. Он в красной майке. Студент Чебоксарского училища Олимпийского резерва, заявленный в весе до 57 килограммов, уверенно провел предварительный этап. А в полуфинале одержал досрочную победу во втором раунде. Так что болельщики ждали от подопечного тренерского тандема Николай Ремеслов-Александр Григорьев золото. И обладатель титула чемпиона Чувашии 2022 года местную торсиду не подвел. По итогам боя, единогласным решением судей, чувашский файтер завоевал путевку в финал юниорского первенства России. Его визави, представитель Татарстана Айдар Фасахов, довольствовался серебром. Проделали очень большую работу над этим. В ринге все-таки удалось выполнить то, что мы отрабатывали на тренировках. И я думаю, что достойно выступил. Уверен, что тренер рад моим результатам. Впереди первенство России. И буду готовиться еще сильнее и упорнее. Финал первенства страны запланирован на декабрь и пройдет в Северной Пальмире. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.